должен найти средства, другие, не такие, и чтобы найти общий язык. Вот делать то, что сейчас делается, вы меня простите, но это просто смешно и на весь мир, по-моему, позорище. Абхазия всегда была страной, где люди понимали друг друга, тем более местное население с уважением всегда относилось ко всем нациям и к себе тем более. Да. Между собой всегда были дружны. Почему сейчас вот такое творится, честно говоря, больно на это смотреть. И простите, конечно, но мне кажется, это все делается извне. Вкладываются большие средства, чтобы вот этот хаос был в такой маленькой шикарной республике, как Абхазия, понимаете? Это им нужно просто для этого, как они везде, во всем мире вытворяют вот эти свои грязные дела, так они и сюда влезли, вот вливают сюда средства и вытворяют вот такие вещи. Я отрицательно отношусь, честно, отрицательно. Я не знаю, что здесь делить. А вот как, если касаясь простого народа, да, то ну что меняется? Вот света нету, допустим. Да я хочу, чтобы свет был, вода была, ну, работа была. А вот это что происходит, я вообще в шоке, конечно, в шоке. Это я думаю, что вот сейчас придет, если они вот захватили власть, да, будет что новый. дальше? Да. Ну что то же самое будет через 2-3 года. Опять-таки будет вот это вот, ну что не так было. Только Мы сами выборы, с Донецка. только Мы выборы. сами Как, с Донецка. как люди. Нам эта ситуация вся знакома, у Да, нас мы с война Донецка, тоже так что и мы, все. мы это прошли еще в 2014 году. И еще как бы проходим. Поэтому, конечно, мирным путем, конечно. Они же были там, Были. которые выступают Тарзанба. Вот там был, и что за 5 лет делал, ничего не сделал. Абсолютно ничего. Вы считаете это правильно, что они вот так силой Нет, захватили администрацию? никогда в жизни. Я считаю, это уже глупо. Нас русские защищают, нас русские признали, и все. Наши дети все в России учатся. Эти революции уже цветные, они настолько уже известны и понятно, как они делаются. То есть здесь ничего другого нет, как в Грузии, как в Украине. Да, есть заинтересованные круги. 3 месяца до Захватили. выборов. Чего ради? То есть просто вот как бы стоило ли это делать или не стоило? Нет, конечно, не стоит. Как вы думаете, вот вчера захватывали здание, скажите, вот ваше мнение, с какой целью они это делали, если выборы через 3 месяца? Какую цель преследовали? А их цели, это бандская. Бандиты это все решают. Нормальные люди туда не пошли бы, конечно. Всех отравили молодежь и пошли. Сегодня некоторые пожалели, наверное, уже, что так и получилось. Ну, я думаю, что люди просто рвутся к власти и думают, что где власть, там и деньги. А где деньги, я считаю, там и огромная ответственность и за страну, и за все. То есть смысла нет без конца менять президентов. Нужно, наверное, бороться за свои ценности, за свои семьи. А зачем так скоропостижно? Через 2-3 месяца что-то должно быть. И вот сейчас, серьезно.